Добрый день! Мы сегодня рассмотрим два сюжета о том, как Астрахань весь 17 и весь 18 год оказалась в центре миграции со всех сторон, переселений, в том числе и кочевых народов, которые потом становились полукочевыми и оседлыми, а некоторые группы сохраняли и прежний образ жизни. Мурзы и Емети. Два моих хороших товарища сподвигли меня подготовить эту статью. Осенью 1987 года Михаил Николаевич Афанасьев, профессор социологии в Москве, сейчас астраханец, сказал: напиши, старик, что-нибудь позитивное, то есть осознанное, основанное на научной фактуре, без больших теоретических обобщений. То, что я и сделал. А в 2006 году Вадим Винцерович Трепавлов поручил мне этот текст отработать и отшлифовать, хотя немножко со мной поспорил. Расскажу об этом далее. Это работа о структурах власти, подчинения, о разных группах, разных функций внутри ногайского сообщества, астраханского региона. Что приятно, это подчеркивает, что большая масса населения нашего региона, она либо ногайского происхождения, либо какого-то смешанного происхождения на ногайской основе и хранит либо ногайский язык, либо его диалекты, либо какие-то переходные смешанные формы. Вообще-то таких, что ли, иерархических, генетических властителей у астраханских ногайцев почти и не было. Карагаши говорили: Мурс у нас нет, они у нас на Кубань ушли. Ну а юртовцы, юртовские ногайцы, в документах иногда юртовские ногайские татары, про себя иногда ногай-татарлар. Вот, пожалуйста, их поселок с 1557-58 года, когда они бежали под защиту Астраханского Кремля из Большой Ногайской Орды во время эпидемии, во время бескормицы, большими массами. И потом уже после императора Петра I и губернатора Василия Никитича Татищева они разошлись по 11, даже 12 селениям нынешних Приволжского и Наримановского района. У них тоже вот такой власти Мурс у них тоже не было, но она появилась потом. На реке Яек-Жаек, Урал, в 1619-22 году сплотилась орда Едисан, Джетисан. И как раз ее возглавили потомки Едигея в 5-м поколении. Мурзы детей Бия Исмаила, Уруса и Дин-Мухаммеда, Дин-Бая, Тин-Бая, или, как в Астрахани говорили, Тим-Бая. Но недолго им оставалось спокойно властвовать. Примерно то 1622 год, в 1630 году на них совершили очень такое жесткое и кровопролитное нападение калмыки, которые пришли сначала из Центральной Азии, из Джунгарии, а потом сюда на Волгу довольно-таки самовольно, хотя и считались подданными русского царя, с Южной Сибири, из-под Омска. И большая группа, если, собственно, юртовцев было где-то 10-12 тысяч человек, то примерно 4 тысячи едисанцев, во главе с Мурзами, Тимбаевыми и Урусовыми присоединились к ним. И юртовцы стали подчиняться этим князьям. Причем, что любопытно, возникали фамилии: Урусов, Тимбаев, Джингуршин, Джангуршин, Емгурчеев, исторические потомки одного из последних независимых против русских и России выступал правителей Астраханского ханства. Они как раз и отмечены в юртовских и потом джетисанских. В 1801 году, когда все окончательно осели на землю, они слились в группах населения. Из 15 табунов, это больших групп населения будущих, 14 сел, поселков, бывшие родовые группы туда внедрялись как махалля, как кварталы, поэтому иногда сохранили. 4, 5 или 6 табунов как раз и были едисанскими. Улусом князей Мурс-Урусовых было село Келинчи,
улусом князей Тембаевых, муж Тембаевых, была Тулугановка, Кундрау-аул. В 1644 году вокруг Астрахани шли очень тяжелые сражения. Это джетисанцы сражались с калмыками. Но и потом не очень спокойная была джетисанская жизнь. В 1682 году на Царевой протоке, тут недалеко, как раз вот за Юртовским поселком, на них совершили, представляете, нападение донские казаки. Взяли в плен 500 человек и потеснили Мирзу Али, Сатеева сына. А Сатей – это сын Урусова. И потом этот полон с трудом удалось обратно вернуть. А 1 апреля 7199 года, по новому исчислению 1690 года, два молодых царя, Петр, будущий Петр I, и Иоанн Алексеевичи, подписали грамоту. В 9-м поколении потомку Едидея, едисанскому Казы-Мурзе, Алееву сыну, князю Урусову, присвоить дворянское звание и титул российского князя. Ну, потом все это было пересмотрено к XIX веку. И те, кто принимал христианство, а Урусовы, вы знаете, это знаменитый, так же как Юсуповы, их дальние родственники, российский дворянский род, кто принимал православие, они оставались в дворянском достоинстве. Но начиная с начала XIX века и до середины, тем, кто мусульманские аристократы со званием мирза, им дворянское достоинство приходилось с трудом и далеко не всегда успешно отстаивать. Теперь, пожалуй, самое интересное. Джетисанцы и едисанцы имели в своем составе подчиненные группы. Значит, первая группа – это была Аксияк, белые кости, Агалары, иначе называемые. Это либо потомки Едидея, Едидеевича Мырза, либо потомки батыров, которые за свою ратную службу выдвинулись и тоже очень часто руководили табунами. Самая основная группа была Агасияк. Это простые тогда кочевники, которые вокруг Астрахани постепенно, вот с этого 1557 года, становились полукочевниками, а затем, если юртовцы, то с 1750 года, а если джетисанцы с 1801 года, начинали переходить на оседлость. Но была и третья группа подчиненная. Это так называемые эмеки или джемеки. Они кочевали почти при каждом джетисанском, не кочевали, что я говорю, жили при каждом джетисанском табуне, но они не вели полукочевую жизнь. Они так в Костау, в Зимнем становище, сейчас это села вокруг города Астрахани, они так и проживали, снабжая кочевников продовольствием, ну, в частности, зерновыми культурами. Может быть, джем, еда, пища. Как раз от этого происходит их название. Джемеле-аул, там были джемети кавказского, северокавказского происхождения, и я застал последних представителей потомков этого населения. Довелось достать. Хасан Сулейманов, мне дедушка рассказал кучу интересных вещей. И внешность он имел, ну, явно было, что это потомок чеченцев, который был когда-то пред его взят в плен, и среди юртовцев, и среди, ну, тогдашних джетисанцев он был поселен. Но есть такая среди турок, особенно среди турок Балкан, группа ямаки, которые не могли служить в войсках или отказывались от этого дела, но тогда должны были сдать определенное количество овец для того, чтобы их сородичи в покое, ну, ни в чем не нуждались. Павел Иванович Кёпен, Пауль Кёпен, в статье на немецком языке в 1835 году в Санкт-Петербурге, он пишет определенно, что эмеки – это те люди, которые своим, послушайте, не совсем точно у него, помещикам, князьям Урусам и Тембаевым должны доставлять определенный доход. Царское правительство этого не приветствовало категорически, когда Урусовы и Тембаевы хотели закрепостить эмеков, а иногда и просто джетисанцев и юртовцев. Говорили, что это не подходит. И эмеки стали покидать своих владителей, а те стали на них жаловаться. Послушайте, пожалуйста, вот такой небольшой фрагмент. По архивам в 1715-17 году табунная голова Ага
Абдикерим Ишеев жаловался на то, что 49 емеков от него убежали. И сообщал он следующее. «От колен людей разного рода, приобретенные в давние времена». Это значит 16 век. «Когда еще народ наш не быв во всероссийском подданстве, а еще по междоусобным браньям из разных народов взятые в плен. Как-то ляздиры, чеченцы и тому подобные. Владели ими наследственно, из рода в род, на точных правах, как бы и российское дворянство, своими крестьянами». Есть тулингюты среди казахов, тумаки, тоже группа смешанного происхождения, жила между Астраханским ханством и Ногайской Ордой. На Ногайской основе, но явно были там, наверное, из Средней Азии захвачены представители других народов, в основном тюркских. Кетченеры есть среди калмыков, тоже они разного происхождения, а неполнородный и неполноправный. Тогда эти два слова означали примерно одно и то же. Кого мы находим среди емеков? В род Таулы, или, как я ахнул, под 40-ми годами 19 века горские татары. Села Три Протоки, к сожалению, документ не уцелел. А рядом село Кулаковка, Кулакау, Ярлы-Тюбе, Кул, Акау, Джемене, Три Протока, аул. Везде вот чувствуется это либо раб, либо бедный, либо подчиненный, либо тот, кто пищей снабжает название. Из калмыков было довольно-таки много будущих эмеков. Из нагайцев Кубани, кто по своей воле бежал в Астрахань, они попадали в зависимость и тоже часто попадали по вот такое емечное сословие, они пополняли. Казанские татары то же самое. Вот так и собиралась эта группа, дети и внуки которых уже становились юртовскими нагайцами, но сохраняли память о своем каком-то ином происхождения. Так вот, в 1811 году правительство через Астраханскую казенную палату заявило: «Эмеки государственные крестьяне, Мурзы и Агалар, табунные головы, возмутились». В 1833-35 году по 8-й ревизии их тоже записали в государственные крестьяне. Они очень возмутились. И об этом были связаны сложенные песни, об этом есть архивные документы, и об этом я вам немножечко расскажу. Осенью 1983 года в Хеленчах я повстречался с Гумарбеком Исхаковичем Урусовым. Но его отец, казак-мусульманин, был казачьим офицером Астраханского войска, и ему из Астрахани пришлось убежать. И он жил в Кисловодске, ныне Туркменбаши, и приехал только, чтобы повидать своих дальних родных. Есть фотографии, где мы с ним вместе на заваленке. Мы с ним посидели и вычислили 21 или 22 поколения его старинного вот этого урусовского рода, начиная от Тукли-Баба, Баба Туклес Шашлы Аже, который недалеко сравнительно от Келенчей, в общем-то, и похоронен. Он рассказывал, и я нашел подтверждение в архиве, сам он в 15-м колене от Едидея, но его прапрадед в 1840 году, бывший владелец Келенчей, Мусалбек Урусов, ездил к царю и просил восстановить его в дворянском достоинстве. Давайте зачитаю, как это у него в документе. Цари Иоанн и Петр Алексеевичи, Мурзе, князь Алиеву сыну, велели писаться князем, и грамота служить ему с братьями, детьми и племянниками была дана. Я ему ближний по роду, да, примерно 3-4 колено. Но Астраханская казенная палата, не приняв фонд 13-е Астраханское губернское правление, называется документ «Сведения о зачислении Урусовых в княжество». Я переделал скобками вот этими квадратными в княжеское достоинство. Казенная палата, не приняв во внимание деяния предков моих и знатное мое положение,
меня определило в состав государственных крестьян. Прошу либо вернуть дворянское достоинство, либо определить меня с детьми в Астраханское казачье войско, с тем, чтобы снять с меня все налоги и платежи. А казаки имели такое преимущество. И в итоге было принято решение где-то как раз в 1940 году, может быть, в 1942 году при царе Николае I, с тем, чтобы Урусовых, Тембаевых, Джингуршиных и Ингурчеевых поверстать в казаки и дать им возможность занимать унтер-офицерские и офицерские должности в казачьих войсках. Так и договорились. Так что, как видите, троюродный дед его, Батыр Тембаев из Кундрау, из Тулугановки, он тоже служил в казаках. Но потом, уже в 30-х годах 20 века, он был репрессирован. И его фамилия в книге памяти репрессированных лиц Астраханской области тоже присутствует. С его сыном Бактагали у меня в Кундрау, не в Кундрау, они жили вне своих сел, они, как правило, уезжали. Потому что Тембаевы очень быстро разорились. И в соседнем, сравнительно моем даже родном селе Тумак, я зашел к Бактагали и сказал: «Здравствуйте, князь». Он мне сказал: «Я не князь, я колхозник». Было очень интересно. Хотя внешне в нем все-таки порода и происхождение в Бактагали Батыровиче все-таки определенно просматривалось. Я расскажу немножечко позже и о Кундрау, и остальных поселках вот такого смешанного происхождения. Как видите, знатность полагалось доказывать, и какие-то полномочия престижные и властные тоже бывали не бесспорны. Особенно если люди кочевали, а потом становились полукочевниками, а из полукочевников приходили в оседлость. Занятно, что люди с фамилией Урусов до сих пор живут на Машайхе, Машайху, место, где много шейхов. А Урусовы, а Тембаевы, они и в Красноводске, они и в Атырау, они и в поселке Тумак Володарского района. Но об этом еще немножечко поговорим. Традиция не умирает, она живет. Спасибо.